Сегодня уже третий день, как футболисты вышли на поле. Из-за двухмесячного незапланированного отпуска спортсмены значительно потеряли физическую форму. Восстановительные работы они начали с простых упражнений, так как есть риск получить травму. «26-летний Хайрат пришел в футбольный клуб «Дурдой» в 2016 году, а начал он играть с 8-летнего возраста. Во время карантина спортсмен старался дома поддерживать форму, но чтобы восстановить прежнюю физическую подготовку, понадобится как минимум еще месяц, рассказывает полузащитник. Карантин застал всех врасплох, когда мы только вернулись со сборов, были в хорошей физической форме. После 2 игр объявили карантин по всей республике. Почти месяц пролежал дома, при этом старался хоть как-то поддерживать форму. Делал различные упражнения на пресс, отжимания и так далее. Еще тренера давали индивидуальные задания. После послабления начал бегать. Конечно, мы потеряли формы. Теперь наверстываем упущенное для набора прежней физической формы. Нужно время, конечно. Быстрее набрать форму помогают игры. Футболисты рассказывают, что им сейчас как никогда необходимо проведение официальных турниров и товарищеских матчей. Только в таком случае спортсмены смогут узнать, насколько они готовы к более масштабным матчам. Вчера была легкая тренировка, особо не сказалось на организме. Но отвыкли, кажется, от газона, от мяча. Это говорит о себе, то, что 3 месяца уже пропустили. Тяжело было к адаптации к полю. Национальная сборная Кыргызстана, которая выступает в группе F, 13 октября должна провести матч в гостях против сборной Мьянмы. Футболисты готовятся к еще 2 встречам в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Подопечные Александра Крестинина в ноябре этого года также должны сыграть против Монголии и Японии. Стоит отметить, Кыргызскому футбольному союзу рекомендовано провести медицинское обследование игроков перед началом учебно-тренировочных занятий, а также взять на особый контроль соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических и противоэпидемических мероприятий, обеспечить организацию входного порядка с проведением бесконтактного контроля температуры тела спортсменов. Азамат Кенжешев, Телек Джуматаев, Нью ТВ.